Чеченской Республике поздравили женщин с 8 марта. Многочисленных гостей встречала президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна. Благословенный Рамадан. В Грозном распахнула свои двери новая мечеть, способная принять сразу 2500 верующих. Беспрецедентная акция. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал адресную помощь остронуждающимся и малоимущим жителям республики. Ahmet Hacı Tarayol Fondiyer dal gazot qobuldaytına ordan boğsanna doğuştan işte vayırmağa ara yazhan nevayn Рамазан bu. В республике отметили Международный женский день 8 марта. Многочисленные поздравления от родных, близких и соратников главы региона поступили в адрес президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны, Медни Мусаевны и Хавсы Кадыровой. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Цветы, теплые пожелания и слова благодарности. Так начинается это утро для Аймани Несиевны. Международный женский день она принимает поздравления с раннего утра. Первыми с праздником президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну поздравили члены ее семьи. Среди них внуки и правнуки первого президента Чеченской Республики. К поздравлениям присоединились вице-премьер Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев, министр здравоохранения региона Адам Алханов и министр Чеченской Республики по делам молодежи Рамзан Висмурадов. Поздравить Аймани Несиевну прибыли родные, близкие и те, кто с первых дней стоял у истоков возрождения республики. Они адресовали теплые пожелания и отметили ее глубокую веру, милосердие и постоянную помощь нуждающимся. Среди гостей мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Он передал Аймани Несиевне слова благодарности от жителей столицы за вклад в благотворительность и общественную деятельность. К поздравлениям присоединились руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, депутаты и другие официальные лица. Они адресовали теплые пожелания Аймани Несиевне и всем женщинам республики. ويجي دقر دقر بلا درس ونصدر وبتش حتى بيش يقتل يقولوا يوهم دارج وبتش وكاز ثاني تنقي دبوليتني برايزك اشتغل وقحة وينانو يجي لارن بيشبو ليرن بيشبو يغود على دقبة بولش دال دقر بولش دال لات بولش دالنا وين ما خاطر الدنيا يقرا زودري دلو ليرن يلار ربعان هدو تغان لدي بحان خواتين شينان شيش أقاشي جرجر سناخ бош бозуды де алабар сан хаз дваш алар сан хаз хетер соухтар. Поздравить Аймани Несиевну также прибыли сенатор Совета Федерации Федерального собрания от Чеченской Республики Мухаммад Ахмадов и управляющий отделением Социального фонда России по Чеченской Республике Мухаммад Эми Ахмадов. Могущёш, ирсеёш, самонеёш, инсан массана беркеёш. Хида ибол ракия дал хунар лоятун. Это бойл.
Слова поздравления звучали и в доме Хавсы Кадыровой, вдовы Зелимхана Кадырова. К родным, близким и односельчанам присоединились видные общественные деятели, чтобы выразить свое уважение и передать самые теплые пожелания. В Чеченской Республике 8 марта традиционно отмечают с особым уважением к женщинам, которые пережили трудные годы и внесли вклад в сохранение мира и стабильности. Хава Ахмадова, Сайдамин Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. 20 сентября в Чеченской Республике пройдут многоуровневые выборы. Организационные вопросы предстоящих избирательных кампаний обсудили на совещании под руководством председателя правительства региона Магомеда Даудова. Висхан Закриев расскажет подробно. На повестке совещания подготовка к выборам в единый день голосования 2026 года. Открывая заседание, перед участниками выступил председатель правительства региона Магомед Даудов. Благодаря усилиям главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, в республике созданы все условия для участия жителей в политической жизни нашей страны. Как результат, по основным показателям общественно-политического и социально-экономического развития республика традиционно находится в лидерах субъектов нашей страны. Многоуровневые выборы в Чеченской Республике пройдут 20 сентября. Жителям предстоит избрать главу региона, депутатов Государственной Думы Российской Федерации, парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы, а также представительные органы 15 муниципальных округов. Работа по формированию списков кандидатов для участия в выборных кампаниях еще продолжается. Всего будет распределено 385 мандатов. В дорожной карте учтены все ключевые моменты и обозначены сроки их выполнения. Данный план работы доведен до всех профильных организаций. Общее количество мандатов на всех уровнях выборных кампаний 385 человек. То есть на предстоящих многоуровневых выборах нам предстоит всего избрать 385 человек. О ходе подготовки рассказал председатель избирательной комиссии республики Умар Байханов. По его словам, участки обеспечены необходимым оборудованием. Кроме того, ведется взаимодействие с политическими партиями, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», которые уже выдвинули своих кандидатов. Избирательная комиссия Чеченской Республики подготовила и внесла на рассмотрение парламента Чеченской Республики два проекта законов Чеченской Республики, подготовленные и направленные на согласование в Национальный банк по Чеченской Республике, проекты решения избирательной комиссии Чеченской Республики, регламентирующие порядок открытия, введения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов, подготовленные проекты перечня и форм документов, представляемых кандидатами на выборах, календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов. На территории региона функционирует 20 постоянных территориальных избирательных комиссий и 534 участковых избирательных комиссий. Осуществлять мониторинг на выборах будут свыше 1200 общественных наблюдателей. С начала текущего года зарегистрировано около 900 тысяч избирателей. Об этом рассказал председатель общественной палаты Исмаил Делильханов. Принимая во внимание современные политические процессы и вызовы, стоящие перед нашей страной и обществом, в состав общественного штаба вошли члены общественной палаты региона, лидеры общественного мнения, ведущие эксперты в области избирательного права и представители средств массовой информации. Структура штаба подразумевает наличие различных подразделений, в том числе юридическая группа, информационная группа, группа мониторинга, мобильная группа, пресс-центр общественного штаба и группа подготовки и координации наблюдателей. На каждом избирательном участке будут находиться 2 общественных наблюдателя, которые будут мониторить избирательный процесс, и в случае выявления фактов нарушения наблюдатели будут оперативно реагировать на месте. Отдельное внимание уделили вопросам подготовки к проведению предварительного электронного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии «Единая Россия» в ходе многоуровневых избирательных кампаний. 28 октября прошлого года под председательством
главы Чеченской Республики, Героя России, члена Высшего Совета партии «Единая Россия» Рамзана Ахматовича Кадырова было проведено расширенное заседание регионального политсовета, на котором были обозначены основные аспекты подготовки и проведения предварительного голосования и даны соответствующие поручения. В соответствии с уставом политической партии «Единая Россия», нашими положениями, была проведена подготовительная работа, и уже в начале ноября было проведено заседание с участием наших ответственных секретарей местных отделений, исполнительных секретарей, всех ответственных сотрудников регионального исполкома, на котором были даны конкретные поручения по предварительному формированию списка наших выборщиков, которым сегодня уже Ахмед Махмудович в своем выступлении уже подчеркнул, 20% от общего количества избирателей Чеченской Республики, порядка 170 тысяч избирателей. По итогам совещания Магомед Даудов поручил принять все необходимые меры для проведения предстоящих выборов на высоком уровне, открыто, прозрачно и в соответствии с законом. او ريسبوبليكا يأتوا ديانا وميك داس ديل رئيس رمزان عسبابنا تجعدي دق وإزدينا يو أراد الوديل دال ديال والأعمد الجنية ديال حلرية ويا حلق وميك دا وشا أعمد الجنية ديال حلق وميك دا حلقة النية ديال عقيد تنحدك جا وريسبوبليك وباخر وملش حيلش كعبوخا وملش ديك نقاشة قيدا يشتغل ديك خلص ديال عشي كويستون يشو رأيون عدول حل كانديدات شو ديك واجل داستونيز يو كلا دوكشوك ومحك داس وكلا دوز ملش حرقون دعوتش مريقون خديون هقا هرعيد الدق الإشاش وين سووديون قبع سو من دا تقود إمبوان دا دعميل وشورتك دال ديغل والعامد عجيد ميق دعوش شي باتشان متاعوش ها موقت بيش شي غلط بيش شي ريسبوبليكايش شي ريونيش достойный кандидат Львишуша. Подготовка к многоуровневым выборам «Единый день голосования» 2026 года идет по плану. В муниципалитетах формируются участковые комиссии, особое внимание уделяется вопросам безопасности и информированию избирателей. Висхан Закриев, Адам Арсанукаев. Неделя. В Шейх-Мансуровском районе Грозного распахнула двери новая мечеть. Святыня возведена за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В торжественной церемонии открытия принял участие советник главы региона муфти Сала Хаджи Межиев. На торжественное мероприятие прибыли почетные гости, в числе которых советник главы Чеченской Республики муфти Сала Хаджи Межиев. Как и любое благое дело, открытие мечети в поселке Алды начинают с чтения Корана. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. В своем выступлении Сала Хаджи Межиев поздравил жителей с радостным событием. Он отметил, что благодаря главе региона в республике строятся новые святыни, медресе и школы хафизов. شا سيلا والدير شا وزا والدير شا وقا والدير هرما صون حق دو سو اشت ديك والدير ألا أدمن دق دي اتشي قير ميخر دولشا أستايبانا ويحق دوش دول نعمة شدو دال وانتلاتوش صون دير خاصتم جوابا بيزوي يلا نعمة شوية لعبان خلبول ويدايش ستي سنة تعدل نعمش سان ستيس خاتسغينا تار ستيسين أستيبان دقي نعمش دو تار ديلي دي خديانا خيل حار ال تار ديلي ديان دورشتول دوعنشنا دال جوق دل شيقيت من يعش حقيلين شيكا ماشوتي الخيل بوصل دين فراتويل واخرن فراتويل حاليخش نجدك مامسو رشولش حيلش حجر شلش عاموش علما دولش عاموش قرآن دولش ححيش لقى دين عبيسن عاموش حافش بولش أستيبنا يرى دخم دوير دخ نعمة دوير خاصة ببيزكم. После открытия мечети в ней совершают первую пятничную молитву. Проповедь читает муфти Чеченской Республики. Он рассказывает о достоинстве ночи Лейлатуль Кадр, месяца Рамадан.
Selgan hamol bella yere tağana sih bella dabu içbu yere dal wayndin doruşlar savat ya yelçen sallallahu aleyhi ve sellem ummatan dinaş savat ya ha egir dok savat du şahr Рамадан bud. Святыня построена за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В ней одновременно смогут молиться 2500 человек. يوت أهوتن جم رشيرت دنير سرنا قط درقتون وخن قميال هنچنا وخن زداق ميال چنا كيد ميال توان چنا دشت قميال غدنق مسرنا الله دين ريز خل آلوردر واخ دامز شوش نتيجو حاولت ولادو ومرجو ودق مرجو ديك مرجو خز مرجو ياز مرجو. В завершении собравшиеся прочитали мавлид, восхваляя Всевышнего и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Висхан Закриев, Адам Арсуныкаев, Ибрагим Батаев. Неделя. Очередная масштабная благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошла по всей республике. Финансовую помощь получили малоимущие и остро нуждающиеся семьи. Всего раздали более 260 миллионов рублей. Сюжет Висхана Закриева. Крупные благотворительные акции в месяц Рамадан уже стали традиционными для регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Финансовая помощь направляется остро нуждающимся и малоимущим семьям. Особое внимание уделяется семьям участников СВО, а также гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ишта дел гаят матиу рогир саадайтин вой шел кошт. Вой мехдас Рамадан хашдал ал шойлис. Ахмад Хаджи Кадыров фонд дал газват кабулдайтна орден боксанна дохштан ишту вой махара езхан юайн Рамадан. Акция охватила всю республику, включая отдаленные территории. Жители выразили благодарность в адрес главы республики Рамзана Хаджи Кадырова и президента фонда Аймани Несиевны за постоянное внимание и поддержку. Финансовую поддержку получили и жители Нажаюртовского, Веденского, Курчалоевского и Ачхой-Мартановского муниципалитетов. Всего в рамках акции роздано 260 миллионов 550 тысяч рублей. Благотворительные акции от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова проходят на регулярной основе. Необходимую помощь получают нуждающиеся семьи во всех районах республики, в регионах России и других странах. Висхан Закриев, Мансур Исмаилов. Неделя. Также региональный общественный фонд продолжает масштабные благотворительные акции в священный месяц Рамадан для жителей Палестины. Волонтеры готовят горячие блюда к ифтару и формируют продуктовые наборы с самым необходимым. Жители Газы выражают благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Хаджи Кадырову и президенту фонда Аймани Кадыровой за оказание всесторонней систематической помощи. Напомню, что работу всей программы курирует помощник главы региона, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. Из стойкой земли Газы, с одной из ее северных улиц, которая полностью разрушена оккупацией. Мы сегодня в этот благословенный месяц Рамадан собрались, чтобы при щедрой поддержке наших братьев из Чеченской Республики провести массовый ифтар на 1000 человек. Мы хотим поблагодарить многоуважаемого главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за этот праздник. Эта помощь жителям Палестины также предоставляется при непосредственной поддержке чеченского народа, который тем самым дает понять, что жители Газы не одни в этот благословенный месяц. Просим у Аллаха, чтобы Он благословил эти усилия и чтобы Он принял это благое дело, которое приносит счастье постящимся. Да пребудет с вами благодать Всевышнего. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.